Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туэр Пиров. Национальное единство и независимость – это прогресс и процветание суверенного Таджикистана. Одним из значительных достижений периода независимости является национальное единство. Праздник национального единства, как великое историческое достижение нашего народа, превратился в общенациональный праздник, в символ единства и сплоченности славного таджикского народа. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Наряду с такими ценными понятиями, как независимость, свобода, родина и народ, национальное единство стало неотъемлемой частью миротворческой и толерантной мудрости таджикского народа, путеводителем общества на пути к созиданию и благоустройству. Прочное национальное единство укрепляет независимость Родины, а защита и укрепление независимости могут служить в качестве основы для совершенствования национального единства, дружбы, братства всех жителей нашей Родины. Национальное единство придает новые силы таджикскому народу. В сердце каждого жителя зажигает луч надежды на светлое и спокойное будущее, наполняет сердца жителей страны радостью и весельем. Национальное единство заложило прочную основу для развития внутренней и внешней политики, дальнейшего продвижения страны и обеспечения безопасности государства и общества. О продвижении общества вперед сами за себя со всей очевидностью говорят факты строительства, ремонта и реконструкции тысяч школ, детских садов, медицинских учреждений, возведения десятков дворцов культуры, библиотек, стадионов и общего преображения облика городов и районов и улучшения условий жизни народа. Национальное единство является важнейшим фактором развития общества, главным условием укрепления экономики, роста социальных сфер и сфер культуры. Именно поэтому защиту независимости и укрепление национального единства таджикистанцы считают своим человеческим долгом. День национального единства, который в стране ежегодно отмечается 27 июня с чувством благодарности за прочный мир и стабильность для граждан Таджикистана, является одной из важных исторических дат. Этот праздник – великое историческое достижение жителей страны. Он превратился в символ единства и сплоченности славного таджикского народа. Саресское озеро является одним из чудес Таджикистана и центром притяжения туристов. В летний знойный день здесь особенно прохладно. Синяя гладь этого фантастического высокогорного озера, расположенного на высоте более 3000 метров над уровнем моря, завораживает своим великолепием и неповторимой красотой. Республика Таджикистан – самая богатая по количеству водных ресурсов страна в Центральной Азии. Саресское озеро считается одним из крупнейших источников чистой воды в мире и привлекает внимание жителей планеты своей уникальной природой. Ежегодно этот прекрасный регион Таджикистана посещает большое количество туристов. Таджикский национальный парк является самой крупной, особо охраняемой природной территорией республики и Центральной Азии в целом. Его площадь составляет 2,6 миллиона гектаров, и он внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых удивительных уголков мира. Здесь в едином пейзаже сливаются суровые горы и зеленые долины, бурлящие горные реки и кристально чистые озера, альпийские луга и горные леса. Растительный и животный мир здесь богат и неповторим. Многие виды флоры и фауны занесены в Красную книгу. Следует подчеркнуть, что в 1992 году Республика Таджикистан официально стала членом самой влиятельной мировой организации – Организации Объединенных Наций, и за годы сотрудничества реализовала важные инициативы на благо стран региона и мира. Сегодня мировое сообщество признает Таджикистан страной-инициатором в решении водных проблем планеты. Надо отметить, что Саресское озеро имеет более 17 миллиардов кубометров чистой питьевой воды. Туристический сектор находится в центре внимания правительства Республики Таджикистан. В целях обеспечения благоприятных условий для отдыха и досуга туристов на этом участке сотрудниками Национального парка Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области построена удобная гостиница. Саресское озеро с его красотой и уникальной природой покорило сердца тысяч путешественников. Поэтому количество туристов в Таджикистан увеличивается с каждым годом. Зумрат Файзиева, Дильшот Ихужбах, новости.
Таджикистане множество рек, озер, каналов и других водоемов. Также в стране функционируют различные бассейны и современные аквапарки. В жару каждый, желая освежиться, хочет провести время у воды. Но чтобы отдых удался, необходимо соблюдать правила поведения на воде. Лето – это время отпусков, каникул и отдыха на воде. Все, спасаясь от жары, стремятся искупаться в водоемах, освежиться и продемонстрировать свои навыки в умении плавать и нырять. В стране, а в особенности в крупных городах, функционируют аквапарки, бассейны и другие сооружения, предусмотренные для отличного отдыха и спортивных игр на воде для детей и взрослых, где соблюдаются все меры безопасности. Я всегда прихожу сюда, в этот аквапарк, с папой и братишкой. Нам здесь очень нравится. Сезон купания открыт с 1 июня. Администрации пляжей и аквапарков позаботились о том, чтобы все зоны отдыха у воды были оборудованы необходимым инвентарем и были безопасны для отдыхающих. Но многие не соблюдают правила безопасности на воде, купаются в неположенных местах. В результате происходят несчастные случаи. Особенно это касается детей. Работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан убедительно просят всех позаботиться о соблюдении правил поведения на воде и внимательно следить за своими детьми. Купальный сезон официально открыт на территории нашей страны с 1 июня. Необходимо отметить, что, учитывая некоторую географическую расположенность нашей страны, особенно южные регионы, на южных регионах нашей страны уже наши граждане начали купаться с начала мая. Конечно, вода и воздух для организма человека дают новую энергию. Это только в случае, если правильно использовать эти ресурсы, которые нас природа щедро наградила. В случае несоблюдения правил безопасности на водоемах, когда купаются, и особенно когда оставляют детей одних, это приводит к трагедии. Комитет во избежание продолжающейся тенденции просим родителей быть внимательными, не оставлять своих детей без контроля. И самое главное, быть все время с ними. И сейчас, так как уже летние каникулы начались, мы призываем родителей отправлять своих детей в летние лагеря. И, конечно же, вместе с ними быть на водоемах во избежание этих несчастных случаев. Со стороны комитета на данный момент проводится круглосуточное дежурство на тех водоемах, где в основном идет скопление людей. В Душанбе имеются специально отведенные места для купания и отдыха на воде, которые соответствуют нормам безопасности отдыхающих. Решением мэрии города Душанбе на территории столицы можно купаться в следующих водоемах. Это Молодежное озеро, озера Чорубух-1, Чорубух-2, а также на тех аквапарках, которые на сегодняшний день функционируют. Необходимо отметить, что Молодежное озеро и озера Чорубух-1 и Чорубух-2, они абсолютно бесплатные, и там дежурят наши спасатели. Кроме того, отдыхая на воде, необходимо соблюдать и чистоту, убирать за собой мусор. При соблюдении правил поведения на воде, этики и эстетики, отдых на водоемах Таджикистана принесет только пользу и радость. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дильшоди Хужбах. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!